Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В республике с начала года зарегистрировано 446 ДТП. Особое внимание уделяется авариям с мототранспортом. Первый зиплайн через реку появится в республике. В Амгинском улусе расширяется туристическая инфраструктура. Яркие краски, эмоции и принцип олимпизма. В Усть-Алданском районе состоялся семейный экологический забег. С начала этого года в Якутии произошло 446 дорожно-транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает ситуация с авариями с участием мототранспорта. Зафиксировано 50 таких случаев, 28 из которых произошли в Якутске. В результате этих ДТП 18 человек получили травмы различной степени тяжести, а 4 человека погибли. Несмотря на то, что общее количество ДТП снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество погибших и пострадавших. В настоящее время проводится детальный анализ причин и обстоятельств, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий. Уважаемые мотоциклисты, используйте шлем, защитную экипировку. Наличие шлема – это один из пунктов правил дорожного движения. Он защищает голову при падениях и столкновениях, снижая риск получения травмы головы. Проверяйте состояние мотоцикла перед каждой поездкой, то есть тормоза, шины, фары. И соблюдайте скоростной режим, ведь высокая скорость увеличивает тормозной путь и снижает маневренность мотоцикла. Якутия продолжает удерживать лидирующие позиции на Дальнем Востоке по объемам жилищного строительства, несмотря на сложные климатические и логистические условия. За первые 6 месяцев этого года Якутия вошла в топ-3. Наш регион опережает по объемам индивидуального строительства Сахалинскую область, Хабаровский край и Амурскую область, которые претендуют на лидерство в ДФО. При сохранении текущих темпов республика имеет все шансы укрепить свои позиции в рейтинге по итогам года. Вопрос обеспечения чистой водой для жителей села Киптин Горного Улуса долгое время стоял остро. В этом году, похоже, в этом направлении произойдут улучшения. Так, на окраине озера Алас обнаружили подземные воды, и летом началось строительство скважины. На сегодня завершены работы по бурению на глубину 120 метров. Труба оснащена специальным обогревательным оборудованием, поэтому сможет работать и зимой. По информации местной администрации, предполагается, что при вводе скважины в эксплуатацию она сможет качать 36 кубометров воды в сутки. Как сказали подрядная организация, которая у нас работала, запасы воды на 40-50 лет есть. Так что мы радуемся только. Каждое лето в Амгинский улус приезжает все больше и больше туристов, поэтому строительство туристско-рекреационного кластера Амга на горе Короленко станет большим шагом в развитии туризма улуса и одной из ключевых точек притяжения туристов. Уже сейчас на территории кластера построены 5 модульных домов для отдыха, баня и смотровая площадка. В планах строительства еще одной – обустройство территории, бассейна и строительство зиплайна через реку, который станет первым в республике. Также в будущем здесь планируют брать резидентов бизнес-инкубатора для того, чтобы любой желающий смог открыть тут свое дело. С помощью поддержки субсидий, которые выделяли для предпринимателей, мы начали строить модульные домики. Они у нас будут круглогодичные, со всеми условиями для нынешнего поколения. То есть там будет и свет, газ, вода, благоустройство вся должна быть. Ну, в общем, вот этот рекреационный кластер у нас стоит не так далеко, то есть 4 километра получается, да. И я думаю, здесь проход очень большой будет. Это место для нас очень достопримечательное. Подготовка к школе без лишних хлопот. В Якутске в 25-й раз открылся школьный базар на Комсомольской площади. Здесь традиционно собрано все, чтобы полностью подготовить школьников к учебе на хорошо и отлично. От канцелярских принадлежностей, учебников и тетрадей до школьной формы, обуви и рюкзаков. Особый упор в этом году сделан на качество и безопасность товаров. Вся продукция как от отечественных, так и от проверенных зарубежных производителей. К слову сказать, цены на базаре довольно приемлемые, несмотря на то, что среднероссийский ценник на школьные товары за год вырос почти в 2–2,5 раза. Цены здесь ниже среднего, можно всегда поторговаться, попросить скидку. Всегда тут работают продавцы, работают также сами предприниматели, с ними можно всегда договориться о цене. Ярмарка будет работать до 5 сентября с 10 до 19 часов, без выходных дней.
В Алекминском районе, где 2025 объявлен годом местного производства, состоялся первый кулинарный конкурс «Готовим по-алекмински». Главным условием конкурса стало использование продуктов, произведенных или выращенных в районе. Некоторые участники достигли впечатляющего результата, используя до 90% местных ингредиентов, в основном муку. Подробности далее. Итоги конкурса «Готовим по-алекмински» подвели торжественно. Грамоты и скромные призы 12 победителям вручил глава района. Теперь буду кулинарию учить. 127 участников – это значимая цифра, учитывая, что конкурс проведен впервые. Содержание блюда должно состоять на 50% из алекминских продуктов. Допустим, это может быть мясная продукция, молочная, рыба и так далее. У каждому блюду мы присвоили свои номинации, но рецепты интересные все. И в основном там есть такие разные рецепты, как мохито из березового сока. Вот. Есть название салатов, которые именно наши алекминские салаты. Один из номинантов – школа для девочек. Она организована при школе номер 2 и учит детей готовить почти 4 года. Хачины по-алекмински. То есть у нас даже не 50% было местной продукции, а даже 90%. Потому что кроме муки у нас все было местного производства. Картошка алекминская, сыр, творог, сливки, масло. Все местного производства. Девочкам занятие нравится, ведь классно приготовить пиццу без помощи взрослых. Готовим больше всего и люблю я пиццу там готовить, хачапури у нас там. Ты только на уроках готовишь или дома тоже удивляешь? Ну, я дома тоже готовлю. Больше всего нравится готовить пиццу и булочки. В школу девочек у меня ходит моя знакомая дочка. И вот как бы они очень часто делятся своими рецептами со мной, с мамой. Она пробует то, что готовят Супият Асланбековна в школе. Они готовят потом дома обязательно, то есть пробуют на родителях. Поэтому школа девочек, это я вот сейчас, у меня дочка идет в 1 класс, я обязательно ее туда запишу, обязательно. Творить пищу для семьи – это как ритуал на достаток, любовь и радость в семье. Женщина, как хранительница очага, это, конечно, в первую очередь, это ценное качество, умение готовить. Это касается не только тех традиций, семейных традиций. В этом, наверное, и вся суть высоких ценностей создания семьи, когда хранительница очага может не только растопить очаг, но и вкусно покормить детей, в первую очередь, мужчину. Уже на подведении итогов участницы добавили идеи и предложений с тем, чтобы будущая электронная книга с рецептами пополнялась новыми постоянно. Елена Фаст, Алекминск. Татинский комплексный центр социальной защиты населения стал победителем грантового конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом «Семейная мастерская Мастуой». Это творческое пространство, где семьи смогут возрождать традиции, создавать своими руками различные изделия. Проект призван дать возможность каждому почувствовать себя нужным и внести свой вклад в общее дело. В рамках Восточного экономического форума состоится Кубок Победы по масс-рестлингу. Соревнования соберут атлетов из 14 стран мира и пройдут в формате командного первенства. Каждый коллектив выступит под именем одной из железнодорожных станций Амуро-Якутской магистрали – Нерюнгри, Алдан, Томот или Нижний Бестях. Кроме того, участников ждут знакомства с настольными играми Якутии, Кобылок и Камыска, а также выступления с песнями и стихами военных лет на разных языках в память о Великой Победе 1945 года. Завершится событие концертом молодежи с бамовским вальсом на набережной бухты Аякс. Всего в программу спортивных игр ВЭФ вошли соревнования по более чем 10 видам спорта. В Усть-Алданском районе состоялся красочный семейный экологический забег «Амгарон» на дистанцию в 2024 метра. В нем приняли участие свыше 40 семей. Это забег, проповедующий олимпийский принцип «Главное не победа, а участие». На каждом километре бегунов забрасывают безвредной порошковой краской разных цветов. Параллельно с этим идет сбор пластиковых крышек, в рамках которого собрали 3 мешка. Все участники забега были награждены медалями.
В этом году проект «Амгара» проводится в заречных группах Улуса. Это уже наш 4-й Улус. Затем мы едем в свою Амгу, и там будет последний забег. В этом году всего участвует 150 семей. Это семейный красочный экозабег. В этом году мы сперва забег прошел в Чероптинском Улусе, затем Татинский Улус, Мегино-Кангаласский и сегодня вот в Усалданском Улусе. Будет в Амгинском Улусе село Амга. В Верхневилюйской детской спортивной школе работает 2-й сезон лагеря. Более 60 воспитанников занимаются вольной борьбой, волейболом и легкой атлетикой. 3 тренера проводят спортивные занятия на базе школы и спорткомплекса «Юскалгун». Лагерь дневной, обеспечено 3-разовое питание. Режим дня воспитанников разнообразен не только спортивными состязаниями, но и культурными развлечениями. В общем, все для физического развития, формирования командного духа и приучения к ведению здорового образа жизни. Обучающихся укомплектуем в 3-4 отряда по 15-20 человек в одну смену. Дети очень рады. Половина детей уже посещают нашу спортивную школу уже несколько лет. И последнее. В Якутске ожидается резкое похолодание. Начиная с 12 августа арктический воздух начнет проникать в республику с севера, постепенно распространяясь на западные и центральные районы. Температура воздуха опустится на 5-10 градусов ниже нормы. Синоптики прогнозируют дожди в связи с изменением погодных условий. Жителям рекомендуется подготовиться к резкому ухудшению погоды и одеваться теплее. Погода на территории республики в этом году, может быть, кому-то и кажется необычной, но, в принципе, такая погода часто раньше была. Просто на протяжении последних 10 лет лето было жаркое, сухое, с небольшим количеством осадков, поэтому была высокая пожароопасность. В этом году лето примерно похоже на 2015 год, то есть это 10 лет назад. В общем-то, июнь довольно прохладный был на всей территории, даже с заморозками, которые у нас как бы уже за последнее время в июне не бывало заморозков. Мы продолжаем следить за развитием событий. Встретимся в итоговом выпуске новостей.